Супер, супер. Так, где же мне тут сейчас найти? Это уже все тут. Модераторы собрались. Все отлично. Вы можете ссылку на это видео положить вот в ту, если можете. Да, выбила трансляцию. Алейкум салам, Тимур. Атакует Астана. Не атакует. Мне кажется, связь здесь плохая. Здесь точно, я думаю, связь плохая. Там закрыто, да, уже не поместить ссылку. Ну ничего тогда. Что-то нас сегодня очень мало. Жара, видимо, жара. Был обрыв, да. Все ищут Аслана, да. Диверсия, что ли? Да. Да, ну, связь у меня в Германии, в Гамбурге, у меня очень хорошая Байсангур связь. Здесь, да, вот я позавчера был в Риме, тоже было хорошо. Тут я в Неаполе оказался тут в гостях, и вот так получилось, что здесь связь не очень хорошая. Не слышно меня? Как не слышно? Не может такого быть. Не слышно, опять зависает. Ну ладно тогда, я основное вам сказал. Тогда в пятницу, может быть, не будет, я, может, видео выложу. В пятницу, может быть, стрима не будет. Я завтра уйду в море, как говорится, а там связи нет. И, может быть, несколько дней не будет. Поэтому особо не переживайте, я жив-здоров, наслаждаюсь красотами Италии. Поэтому нормально уже, да? Нормально. Ну, слава богу. Сорвался стрим, да. Поэтому, парни, я подготовлю еще обращение по поводу марша. Это самая главная сегодняшняя тема. И все, в принципе, вот на этом мы можем. Хаджар Байсангур, Хаджар, да, там очень странно все. Очень все странно. Очень странно. Я даже не думал, что так странно может быть. Да? Я еще не могу найти. Вот она. Все, нашел. Так. Хорошего отдыха, говорит Жора. Спасибо, Жора, спасибо. Дересуль. Аслан. Аллах, это бойла. Дересуль. Байсангур. Да, Кутаева я видел, смотрел. Я не знаю, я не думал, что так все запущено. Я просто тогда помню, что вот было про наезд на Закаева, и именно поэтому сказал. Быстренько там слепили ролик. И, ну, ничего возразить не смогли, просто смешок, да, вот ха-ха-ха. Возразить нечего, сказать, правда, ну что сделали, что, ничего. Я по 1,5 часа тоже говорю, ну чего, результат. Это же не значит, что я должен всех, там, кто реально что-то делает, реально, который прилагает усилия, реально, который трудился, всю свою жизнь посвятил. Эти людей я же не могу, там, даже если я ими недоволен, я не могу их ругать. А так, выскочки есть выскочки. Так, Аслан, расскажи еще про Василию. Знаешь, что видел ее стрим с укроблогерами. Василий, я видел, я не видел, точнее, и часть я видел общения, было не очень, ну, как бы я переключил. Я потом видел после общения ее, тоже часть, да, тоже все не увидел. Ну, говорит очень аккуратненько, да, чтобы не обидеть, ну, и обижается на вас, что вы ее там не приняли. Я удивляюсь этих людей, как бы, я, который ни в чем, ни в коем случае не причастен к аннексии, захвату, оккупации Украины, части Украины, убийству даже там, одного гражданина или там
разбитое одно даже окно украинцев, я всегда подбираю выражения, я всегда пытаюсь не лезть в внутренние дела Украины, я всегда пытаюсь быть, ну, полезным, и чтобы ни в коем случае моя полезность как-то не навредила этому. Но и я не россиянин, я никак не причастен, да, мы сами оккупированные, пострадавшие от этих людей, и у меня больше прав даже, чем у некоторых даже украинцев, да, там даже советовать в чем-то, которые я имею в виду, коллаборантов. Ну, когда представитель страны-агрессора, который против того, чтобы, ну, как бы на словах против того, чтобы эта страна, ну, что, как бы оккупировала Украину, что ее страна оккупировала Украину, она как бы за Украину, да, в данном случае это Васильева или кто-либо еще, да, из таких же людей, начинают качать права, мне кажется, это какая-то невоспитанность, первое, какая-то бескультурие, какое-то хамство. Да, она аккуратно это говорит, но я бы на месте Васильева, если бы я был бы, моя страна бы была бы так виновата, я бы сгорел бы со стыда. Если мне украинцы что-то говорили, я бы молча выслушивал бы, говорит, да, мы не правы, мы были вам братьями, из-под тишка напали, из-под тишка отжали, оболгали, вот просто ложь там, ложь на лжи, да, распятых мальчиков. Все то же самое было и про нас. Поэтому, когда начинают такие люди себя так вести, мне, конечно, кажется, ну, кто вообще ты такая вообще, да? Какое у тебя вообще право тут качать права? Упала на колени по христианской традиции, перекрестилась и попросила прощения. А там украинцы сами разберутся, как им себя вести. Да, скажут, пожалуйста, подойди, помоги нам, да, встань с колен, подойди, помоги. Подойди, помоги. Если такая ситуация, убили 13 тысяч уже украинцев, оккупирована часть Украины, людей каждый день сажают, каждый день идут процессы. Незаконные, я знаю, как эти процессы идут. Нету никакого суда в России, никакого правосудия в России тоже нет. Это все симулякры, это все, как бы, это не по-настоящему. Нету настоящего судопроизводства. О взятках это даже не обсуждается. Берут взятки все судьи. Но есть еще телефонное право. Я уверен, что судьи в России, если звонят из администрации президента или из какой-нибудь генерал ФСБ или там начальник там какой-нибудь там региона ФСБ, отдела ФСБ, я уверен, эти судьи стоя выслушивают, что им говорят, как во время Сталина. Поэтому я считаю, что все россияне должны себя вести более деликатно. Конечно, некоторые украинцы очень грубо, да, говорят, но у них на это есть хотя бы право, моральное право. Война закончится, извиняться, и тогда начнет украинец там говорить на матом грубо на русского. Да тогда будет украинец неправ. Но сейчас каждый день убивает, каждый день и идет оккупация. То же самое происходило, например, вот у нас. Наша страна вся оккупирована. Над нами совершен геноцид. Мы приезжаем в Вильнюс, нас не приглашали, мы сами попросились, я лично попросился и сказал, меня тут один русский попросил, говорит, хочешь, поедем? Я говорю, давай поедем. Вот мы приезжаем туда и начинаем говорить им, вот давайте проведем панель, давайте обсудим. Это ярые оппозиционеры, да, такой как Каспаров, Тютрин, да, какой-то непонятный такой, такой похожий на мошенника такой типок. Константинов у них, правозащитник, националист, русский ярый, русский фашист по факту. И этим людям мы обращаемся, говорим, ребят, ну вы нашу страну оккупировали, вы убили у нас 300 тысяч человек. Ну давайте обсудим эту тему. Это ярые противники Кадырова, Путина. Ну они заявляют так. И Каспаров заявляет, что они должны делать все, что плохо Путину, чтобы они, ну, как-то навредить Путину. Но я не помню никогда, чтобы Каспаров, например, посылал на 3 буквы Путина.
Зато он послал там министра а, иностранных дел Германии за то, что тот там что-то сказал про ПАСЕ. Вот как-то хамски, как-то по-свински себя ведут эти имперцы, да, даже оппозиционеры. Поэтому, ну, хочется, да, вот на 3 буквы. Давай, дорогу знаешь? Если нет, подскажу. Все, давай. Ну, а как? Да, я говорю, например, там, иногда говорю, там, русские виноваты, там, мне русские, говорят, ну, почему все русские, не все русские? Да, не все русские виноваты. Ну, а что делать нам? Да, что вот нам делать? У нас отобрали родину, у нас убили цвет нации, женщин, детей, стариков. Вы не представляете, что творилось. Вот в чат-рулетках многие блогеры, и украинские, и другие блогеры, находят придурков, которые все-таки рассказывают, как они убивали мирных граждан, женщин, детей. У нас и 300 тысяч человек не сами умерли. Об этом как бы никто, одного русского я знаю, который в митинге в Страсбурге стал на колени на митинге перед чеченцами и попросил прощения своего народа. Честь и хвала такому человеку. По христианской традиции, по их вере, по христианской вере, это достойный, искренний шаг. Но никто другой не делает. Каспаровы, Тютрины там и другие там, это те, которые ярые противники Путина. Я не говорю о тех, кто там за Путина, да, это вообще конченые мерзавцы. Я не говорю уже о тех, кто принимал непосредственное участие, которые являются преступниками, которых мы будем находить и наказывать. Я надеюсь, в ближайшем будущем, в ближайшее время. Так, вот про Васильеву, в принципе, я вот так могу сказать. Там еще одна была дама, ее, по-моему, депортировали из Германии, и вот появилась вот эта Васильева. Я до сих пор не знаю, я разберусь и выясню до конца все эти моменты, и я с вами поделюсь на эту тему, и будет очень полезно узнать. Так, давайте я перемотаю, поговорим. Альтар Ибн Али. Аслан, 13 тысяч это только официально. Ну, в принципе, это официально украинские цифры, 13 тысяч. Поэтому я как бы верю в эти цифры. Ну, я думаю, это они близки к реальности. Анзорино, Дудаев предупреждал, что украинцев нельзя обижать. Правильно? Так, Юсуф Алиев. Аслан, видел ты ролик про себя? Там уже столько роликов про меня. Я сам их даже снимаю. О каком ты говоришь? Адам Адамович. Адам Адамович. И давай мимо проходи. Надоели уже со своими этими выяснениями. Миша Мансур. Аслан, как всегда, все четко говоришь. Стараемся, Миша. Анзорино, Каспаров, лицемер. Альтар Ибн Али, твоя история это еще одно подтверждение тому, что нельзя верить россиянам. Правильно? Про Руслана Курбанова скажи пару слов. Аюб Бахаевич, про Руслана Курбанова. Этот, который вот сейчас появился, да, такой после смерти Гейдара Джемаля появился такой интеллектуал, который выдает там такие вещи. Да. Но это российский человек, российский чиновник, и он ратует за Россию. Это все, что я могу сказать. И я к ним, и мы, свободные люди, не имеем отношения к этой тюрьме народов. Мы никогда не будем, какие бы красивые там, такие завуалированные слова говорить. Я тут разговаривал с одним человеком, очень интересно. Такой, ну, человек, принимавший участие против врагов, да, наших. Непосредственно боевые участия принимал человек.
И он говорит, ну вот, ну видишь, там, если на религиозной теме объединиться можно, что как бы уже, как бы, да, ну, лучше, чем там Ичкерия вернется, где там религия будет отделена от государства, лучше этому молиться. Смешно просто. Просто смешно. Я не понимаю, что это за люди. Байсангур, ты об этом говоришь? Да-да-да, про меня эти снимают там, свидетели, Тумсо. Ладно. Уэйн Грецкий, все, кто называет себя россиянином, виноваты. Да, все, кто признает себя гражданином России, тот несет ответственность за геноцид. В Ичкерии геноцид, преступление в Грузии, преступление в Украине. Лунный свет. Аслан, Баркала за справедливые слова. Баркала, вы за это меня блокировали. Василий, вы за это меня блокировали? Говорит, Ченху. Так, за что-то там. Так. Нестор Оля, про Васильеву Груз-200 что думаете? Я не знаю, Нестор Оля. Я как раз, она обсуждала вот эту тему, что вот она занималась Груз-200 там и так далее. Я не знаю. Я могу сказать, что все, да, это как урок из истории. Все, кто занимался пленными, ну, подавляющее большинство, за всех не буду говорить, пленными, грузами 200 в русско-чеченской войне, они потом оказывались ярыми там сторонниками оккупации, да, имперцами они оказывались. И использовали их для вот достижения цели оккупации нашей страны. Они применили против нас. Мы тоже непростые парни, мы, конечно, у нас были сильнейшие интеллектуалы, сильнейшая интеллектуальная такая элита у нас была. Вы не представляете, какая гордость у нас была. Эти люди заложили наше государство, оно уже есть. Слава Богу, благодаря этим людям. И вот у нас такой был один Измайлов, Вячеслав Измайлов. Он был отставной майор, как он говорил, отставной. И как бы он занимался журналистикой. Да? И вот этот отставной майор Вячеслав Измайлов в 99 году, который у нас, чеченцев, принимался. Мы, чеченцы, очень такие наивные, да, можно сказать. Каждый благородный человек, да, каким я бы хотел бы видеть всех чеченцев, он доверчив, потому что в нем благородство. И вот мне кажется, этим объясняется наша доверчивость. Ну и в какой-то степени мы верим слову, да, мы сами держим слово, у нас имеет значение слово, и мы его держим, и поэтому нами очень манипулировать, если узнать все наши тонкости, хитрости, нами можно очень легко манипулировать. Этот Вячеслав Измайлов приходит в чеченское село, где никогда никого не трогают, только если ты на танке убиваешь людей, тебе делают засаду и тебя уничтожают. Приходит с пистолетом, достает, собирает чеченцев, вот я хочу заняться пленом, мы вытащим наших заложников, на постах останавливают наших молодых ребят, забирают концлагеря, которым позавидуют немецкие концлагеря, да, того периода. Пытают и потом избитого, переломанного чеченца обменивают на своего пленного вояку, которого мы захватили в честном бою в плен. И вот он приходит, Вячеслав Измайлов, достает пистолет, вынимает магазин, показывает один патрон и говорит, этот патрон я как бы держу, чтобы типа ко мне там туда-сюда. Я пришел специально с одним патроном показать. А он знает, значит, это елки-палки, как они нами манипулировали. И все считают, о, да, это, мужчина настоящий, он пришел к врагам, к нам, чеченцам, мы-то его убивать не собираемся, мы вообще никого не убивали. Все захваты заложников, убийство Красного Креста. Вот недавно ФСБшник сбежал в Европу и рассказал, что убийство Красного Креста совершили эти же русские. Убийство англичан, там 3 англичан и новозеландцев тоже совершили по приказу ФСБ. Все вот эти убийства, все грязные, тяжкие, резонансные преступления совершались
по приказу ФСБ или непосредственно самим ФСБ, сотрудниками, действующими сотрудниками ФСБ. И вот этот Вячеслав Измайлов в 99 году происходят взрывы. И я не верю, конечно, я не верю, как может Басаев пойти взрывать дома. Это глупо. Басаев не захватывал, не взрывал ничего. Он захватил больницу, чтобы остановить войну, да, и хотя шел на операцию Буденновский, и как у него сорвалось, он отошел в больницу. Больница огромнейшая была, да, и там было маленькое отделение, родильное отделение. В конце самом небольшое отделение. Как он только туда зашел, всех роженец и всех новорожденных он выпустил. И российская пропаганда до сих пор, либералы их ярые такие, все такие антипутинцы там и так далее, всегда говорят, Басаев захватил роддом. Хотя это самая большая в Ставрополе больница, и там маленькое отделение с краю, там в крыле находится вот это родильное отделение. И там было несколько тысяч захваченных заложников, и, ну, говорят только, что захватил роддом. И вот кадыровские вот эти прихлебатели тоже как бы повторяют, он опозорил там и так далее. Хотя это неправда. Так вот, вот в таком плане они нас всегда пытались запачкать, да, и все эти преступления совершались ими. Поэтому Вячеславу Измайлову ничего не грозило, когда он пришел с пистолета, он мог без пистолета прийти, с бутербродом, с колбасой туда, в кобуру себе засунуть, прийти. Ему ничего не грозило бы. Даже можно без бутерброда, потому что его всегда чеченцы накормят. Такой у нас менталитет, да, даже если враг. И мы не считали их врагами. Мы жили в советской стране, мы были советские граждане. Среди нас мы говорили по-русски. А они нас видят врагами, они нас ненавидят лютой ненавистью, потому что они знают, кто они. А мы-то думаем, что они как мы, а нас они считают дикарями, да, что вот там надо покорить. И наша вера слову, это не уважение у них к нам вызывает, а способ манипулировать нами, обманывать нас. Так вот, я долго рассказываю про этого Вячеслава Измайлова. Журналист, отвратительный такой толстый, брюшный такой свин. Потом он стал, да, тогда он чуть-чуть подтянутый был, хотя тоже не очень спортивного телосложения. Вот этот Вячеслав Измайлов в 99 году, когда я не верю ни одному официальному СМИ, я понимаю, что Басаев не мог взрывать эти дома, Россия, говорит, как распятый мальчик, там, сбитый Боинг, кстати говоря, да, очень хорошая аналогия. И взрывы домов в 99 году приходит Вячеслав Измайлов, которому я верил. Это я сейчас понимаю, кто такой Вячеслав Измайлов. После этого случая я понял, что это такое. А так я тоже был наивный, верил, что вот с одним патроном пришел и вытаскивает своих русских мальчиков из грязного, подлого, жестокого, людоедского плена, чеченского плена. И он приводит человека на телеканал, они садятся и рассказывают, что вот русский парень, я мусульманин, он говорит, я состоял в банде Басаева, и вот я подтверждаю, что да, это я провел террористический акт, ну, мы это организовывали, мы все это знаем, Басаев нам лично отдал приказ, он принимал участие в этом во всем. Вот человек, ну, рассказывает, как в 99 году они закладывали бомбы там, как-то они взрывали там и так далее. И я поверил. Это было 20 лет назад, я был немного наивен. И я поверил, и я подумал, ну вот мерзавец Басаев. Первый раз я посетил мысль, как женщин, детей, вот так спящих людей можно взрывать. Мы-то, наше каждое действие было ответным действием, оно было всегда обоснованным. Мы никогда жестокость излишнюю никогда не проявляли. И тут я подумал, Басаев, как он мог? Женщин, ну вот негодяй. Сейчас кто-то вырежет, наверное, эти свидетели вырежут, короче, и скажут, что я говорил на Басаева, негодяй. Так вот, и потом, через какое-то время, ну, слава богу, это недолго продлилось, через какое-то время выяснилось, что этот человек потом мог привести, офицер, там, военный, привести психически нездорового, не расспросив о всех деталях, как это делается. Потом он просто без стыда и совести заявили, психически нездоровый человек.
И все, никакого извинения мерзавец Вячеслав Измайлов не принес, ничего. И вот этих моментов, когда взваливали вот эту ответственность на нас, взрывы в 99 году, их очень много. Их надо как-то собрать, там как-то многие сейчас утеряны, да, вот как с этим распятым мальчиком, как сбитым Боингом. Если бы этот сбитый Боинг не оказался бы малазийским, оказался бы российским, да, как взорванные граждане России, то и все, на этом бы дело закончилось. Это 100% свалили бы на украинцев, 100% это послужило бы поводом для нападения России. И они были к этому готовы. Просто стечение обстоятельств, как в 99 году были задержаны в Рязани ФСБшники, точно так же повезло, нам повезло, что в 99 году в Рязани вот эти неудачники попались, да, благодаря Александру Картофельникову, жителю дома в Рязани, который чеченцы, наверное, когда-нибудь поставят ему памятник. Надеюсь, и русские тоже. Также повезло, что как бы это не кощунственно звучало, что был сбит не российский самолет, а малазийский, и именно из-за этого планы, мне кажется, были изменены. Поэтому нет им никакой веры, нет абсолютно никакой веры, они будут всячески пытаться сейчас воздействовать. Украинские блогеры очень сильно сейчас заявляют, то есть огромную работу делают, большое уважение вам, большой респект вам, парни и девушки. И вы для них, как, я не знаю, бельмо в глазу, очень вы мешаете, и вас будут пытаться дискредитировать. Я надеюсь, у вас хватит выдержки, ума, у нас всех хватит, да, я к вам себя причисляю. И мы будем в этом плане вести такую, ну, в правильном направлении работу. Так, я перейду к вопросам. Так, если вы не возражаете. Так, мне Эдуард момент задонатил. Салам, Аслам. Спасибо за донат, Эдуард. Многие в стриме насмотрелись российского телевидения, обвиняют США в нетолерантности к мусульманам. Я живу в США 22 года. Так вот, отвечаю зомбированным людям. Мы здесь самые уважаемые люди. Эдуард, я знаю, прекрасно знаю. И люди, которые говорят, что вот Америка там совершила геноцид, Америка сделала это то, Америка сделала то. Да оставьте Америку, посмотрите на себя, посмотрите, что происходит вот тут у нас. И сводить Америку, сравнивать с Россией, это дискредитировать Америку. Россия запатентованная просто преступная страна, да просто печати негде ставить. Нет ни одного преступления, которое Россия не совершает. Ни в Уголовном кодексе, ни в Международном уголовном кодексе, ни в моральном, этическом, нравственных отношениях. Все они делают. Обмануть свой народ, взорвать свой народ, украсть, оболгать, скомпрометировать, уничтожить. Абсолютно без стыда и совести. И никто за это не несет ответственности. Я полностью поддерживаю. Америка отличная страна, свободная страна, которая на сегодняшний день является передовой страной, величайшей державой современности. И я очень надеюсь, что Америка вернется к тем основным принципам, которые у нее заложены в ее, да, в Конституции, ее отцами-основателями, которые сейчас она немного, я не знаю, может, физически не хватает ее. Чуть-чуть она отошла от этих дел, там, может, благодаря тому, что Трамп начал там сковываться на Америке. Но Америка сковывать свое внимание на Америке. Америка обязана не только заниматься своими делами. Америка, как мировой полицейский, должна заниматься и другими проблемами. И благодаря этому Америка стала величайшей страной, да, из-за того, что она придерживалась этих принципов. Это идея, которая вдохновляла многих людей. И мы очень надеемся, что Соединенные Штаты Америки вновь будут без сомнения идти путем защиты прав людей, прав человека, как они
долгие годы несли это первенство, это знамя. Очень на это рассчитываем и очень надеемся, что в Международном уголовном суде, когда мы сейчас подали заявление на военное и политическое руководство преступной России, я очень надеюсь на то, что Америка нам в этом поможет. И мы будем безмерно этому благодарны, и никогда этого чеченский народ не забудет. И, конечно же, всегда ответит тем же всем. Русские это будут, украинцы это будут, американцы это будут. Нам с добром, мы в 10 раз с добром. Нам со злом, соответственно, в 10-кратном размере. У нас там в серединке такой, половинчатый, у нас пока учимся, не получается. Как говорил Джохар Дудаев, мы очень хорошие и надежные союзники и друзья. И будем всем, кто с нами так дружит и поддержит. И мы первые никогда не нарушим свой договор. И очень хищнические и плохие враги. Поэтому Дудаев, да, достаточно просто цитировать Дудаева, и все у нас будет, как он говорил, все будет так, как он говорил, так и есть. Так, поехали дальше, господа. Так. Как найти народ? Представьте, и все путинофилы будут винить Путина и Ко. Вот такие вот подонки они. Так, Милан, Аслан, расскажи про духовные скрепы Руси. Духовная скрепа? Не знаю. Ну, там много чего рассказывать. Не хочу сейчас на это отвлекаться. Извиняюсь. Ну, скрепы у них мощные. Про Фанштейн. Да, ответьте, Аслан Эдуарду. Ответил уже. Так. Немо 77. Аслан, умный, смелый, правда за тобой. Спасибо, спасибо. Ну, не, правда, просто правду говорить легко. Ильшат Закиров, слава Ичкерии, Грузии, Украине, Татарстану. Героям слава, Ильшат. Сегодня годовщина MH17, да? Кстати, да. Так, давайте. Анзорину, Аслан, как ты мог такое про Басаева подумать? Началось. Нет, да я-то, ну если это он сделал, но сам согласись, ты веришь этому Вячеславу Измайлову, да, он там в «Новой газете» пишет, он такие красивые схобороты речей использует, вот как сейчас Васильева про украинцев там и так далее. И ты веришь, ну как, ну это же думаешь, это честность, справедливость. Мы-то не виноваты, мы же за честность. Да. У нас такое понятие, если ты прав, то все это должны понять. Они этого, как бы, они этим манипулируют. И тут Басаев, а я живу в Москве, я свободную Ичкерию только приезжаю, уезжаю, да, я учусь, работаю там, где-то там своими делами занимаюсь. И происходит такое, что вот приходит человек и говорит, я вот подумал, Далгазов обал Дуэльцин, конечно, я виноват в этом. Сейчас вырежут, обязательно сделать. Поэтому, да, вот было такое, что есть, то есть. Вот я не могу сказать, что я был такой весь. Я еще не так интересовался этими проблемами, политикой. Победили, да, в 96-м году, ну и победили, да, все, свобода есть. Ну, я ходил русским, рассказывал, как мы победили в Питере там, да, и все, я не думал, что вот они русские какие-то там, наоборот, я думал, ну, правильно, восторжество, справедливость, русские не ущемлены, ну, победили мы там эту армию, ну и что здесь такого, а что не победить их, ну и все. Ну, вот такого вот плана были вещи. Ну, короче говоря, поэтому я тоже был легкой добычей. Как сейчас и многие молодые люди становятся легкой добычей. И поэтому я пытаюсь доносить до этого. И я их понимаю, когда они становятся легкой добычей, я пытаюсь на них не обижаться сильно, да.
и пытаюсь им объяснить, что чтобы понимали, да, что всякое бывает. Поэтому я вот грешен. Адам говорит, Аллах показал всем, что это замысел. Да, раскрыл Бог. Эскепал Янкус. Чеченцы приложились в убийство Немцова. Эсклипай Янкус. Ну, что вы знаете? Это вы имеете российские сотрудники правоохранительных органов, которые назначены во временно оккупированной Ичкерии. Ну да, по делу они проходят. Для этого этот кадыровские, коллаборанты российские, они как бы взращивались. Кадырова задача поддерживать уровень страха в Чечне и выполнять грязную работу для Путина по сдерживанию от этого окружения, да, генералов ФСБ, генералов военных, МВД, ну и политиков разных, такого, в том числе вот Немцова. Поэтому, ну, ребят, что хотели, то получили. Немцов не предлагал, да, светлая память Немцов. Он был самый адекватный из них, с кем можно было бы сесть за стол переговоров, да, и вести диалог. Но Немцов, который знал в 99 году, что взорвали дома в Москве, и его граждан России, он же как бы политик российский, он предлагал план Путину по разделению Чечни, по мягкой оккупации, чтобы с минимальными потерями, чтобы вот по Сунже, по Тереку разделить, там, загнать горы. Самых одиозных, там, или каких, как он их там называл, у него там есть доклад, в интернете все это имеется, призывал убить, да, у наших лидеров призывал Немцов убить. Если я скажу, что Немцова надо убить, я стану, ну, я не знаю, преступником, нерукопожатным, да вы что, там, и так далее. А наших с чужой страны человек имеет право говорить, да? Поэтому все получили то, что желали нам, и Немцов в том числе, при всем уважении к тому, что он делал. Ну, что он сделал? Собрал 1 миллион подписей в Первую войну, да, вот что ставит заслугу Немцову. Ну, да, собрал. Я, например, ну, говорят, собрал, да, ну, я надеюсь, собрал. Немцов, по крайней мере, не такой, как эти были все. И после вот этой Первой войны, война закончилась не из-за того, что Немцов собрал, хотя это тоже, конечно, свою каплю внесло, это тоже заслуга, надо признать. Война закончилась потому, что провели операцию по захвату нашей столицы и других городов Чечни, и так получилось. Поэтому Немцова убили не чеченцы. Чеченцы никак не хотели убивать. Немцов самый последний человек, у чеченцев, человек, которому у чеченцев были вопросы. Самый последний из всех их, если он вообще стоял в этом списке. Его убила путинская власть. Ваша власть, ваша родная, любимая, которую вы взращивали, гордились, голосовали, восхищались. Вот убила. И у вас то же самое ждет. Ну, имеется в виду, может, не физическое уничтожение, а вот моральное, экономическое и так далее. Так. Байсангур, кто-нибудь слышал, что американцы убивали чеченцев? Ну, сейчас найдется кто-нибудь, прибежит и расскажет. Чинхуа. Тот народ, который голосует за воров, неудачников и военных преступников, не являются их жертвами. Они соучастники. Совершенно верно, Чинхуа. Так. Так, Just Ч95. Ассаламу алейкум, Асан. Хотел бы знать, каким идеологически ты видишь Ичкерию? Ну, или возможно ли, с твоей точки зрения, быть в составе Российской Федерации при условии, что Российская Федерация будет такой же правовой, как и США?
Нет, конечно, нет, конечно, ни в коем случае. У нас есть Конституция, и что я вижу, что я не вижу, это отдельная тема. У нас есть Конституция. В этой Конституции мы не являемся ни частью России, ни частью США, ни какой-либо другой страны. И если мы просим у полицейского, да, как я называю Соединенные Штаты, хорошего, честного, настоящего полицейского, не российского, а нормально, какой он должен быть полицейского, соблюдать наши права, да, вот у нас нарушили права, нас убили, нас там захватили, оккупировали, отняли у нас, то ничего плохого в этом я не вижу. Я не считаю, что я свою страну делаю рабом Америки, там, отдаю все им там на откуп. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тем более Россия нас никогда не убивала. Никогда, ни при каких обстоятельствах, мы никогда уже все, никогда мы уже больше не будем Россией, частью России, или как они, Советского Союза. Российская Федерация мы частью никогда и не были. Мы были частью Советского Союза и практически уже согласились, да, ну такое молчаливое согласие, да, скрипя зубами после геноцида 44 года, 44-57, да, это геноцид продолжался. Мы согласились, но что с нами сделали, мы опять знаем, когда мы на законных основаниях вышли из этой страны, да, не нарушив никакой разговор, не нарушив ни одну статью их же закона, да. И вот что делать. Конечно, никогда, ни при каких условиях Чеченская республика Ичкерия не будет частью Российской Федерации. Никогда. Это однозначно мое мнение. Но даже если у меня было бы другое мнение, есть Конституция, по которой мы будем жить. Это наш основной закон. И нам надо научиться уважать, чуть-чуть правовую культуру нашу поднять, чтобы мы начали соблюдать закон. Ну, конечно же, мы не будем, и наша Конституция не позволяет. Эдди Хартман. Ногчи молодежь, стремитесь в Европарламент. В ближайшие 5-10 лет Европарламент Ахильбиз Ногчи Иштбива Оман Водалурдат. Совершенно верно, совершенно верно. Уэйн Грецкий. Так, Уэйн Грецкий. Конечно, про США идет гнилая русская пропаганда, а вот в России мусульмане как второй сорт, разменная монета. Как второй, третий, четвертый сорт мусульмане. Это однозначно. Самый большой враг мусульман, да, это Россия. Всегда была, есть и остается. Империя зла. Зла, преступлений и подлости. Лжи, обмана. Как, знаете, Аслан, было бы здорово, если ты сегодня уже не откладывая, так как в Украине выборы скоро, сделал отдельный видос обращением к украинцам, чтобы голосовали за европейский вектор развития. При всем моем близком дружественном отношении с моими там друзьями, блогерами и в Фейсбуке, и блогерами, с которыми я общаюсь, которые очень хорошо отношусь, я не хочу в это вмешиваться. Я поздравил украинцев, которые выбрали Зеленского президентом, проголосовали. Это их выбор, это их президент, и они согласились, даже кто были против Зеленского, и держат Зеленского там в ежовых рукавицах, не дают ему шаг вправо, шаг влево, и очень волнуются, переживают. И я надеюсь, это их, для них тоже опыт, и они выстоят, и, конечно же, не дадут вправо-лево сделать шаг Зеленскому и так далее. Поэтому и мне вмешиваться в это, я думаю, не стоит. Это сугубо их личное дело. Я поддержу любое их решение, ну, кроме сдачи страны. Этого, конечно, не произойдет. Там у них такие есть парни, да, которые так яро стоят на своей этой, что я за Украину, в принципе, спокоен. Да. Я не думаю, что хватит сил у России напасть и захватить ее. Попробовать они пробуют, да, все, что могли, они уже сделали. Дальше они пока не могут. Поэтому я думаю, мне не стоит влезть в их дела. Я поддержу их любое решение. Артишок Сталкер. Здесь правда кто-то думает, что среди кремлевских есть кто-то, кто думает,
есть тот, кто думает про народ, как про своих людей. Разве у бандитов и жуликов могут быть народы? Ну, нет, я не думаю, что кремлевские думают о русских как о своих. Если бы они думали, они не взрывали бы в 99-м при захвате власти. Да? ФСБшная хунта тогда захватила власть в России. Русские это просто схавали, извиняюсь за выражение, просто проглотили и не поморщились. Да? И как, ну, пошли вместе разом. Ура, топить в крови. Да, знаешь, такой один интересный момент. Да? Русские пытаются свалить все на Путина и на верхушку власти. Ну, да, отчасти это правда, конечно. Никто сейчас Путина оправдывать не будет. Но надо признать ведь, что вот геноцид в Чечне творили простые русские, которые приезжали с деревень, которые служат, это же срез общества, армия. Туда приезжали люди, они такое вытворяли, это даже невозможно вообразить такое придумать невозможно, что вытворяли простые русские парни из простых русских деревень. Поэтому все свалить на Путина и власть не получится при всем желании. Это надо признать. Пока вы это не признаете, уважаемые русские, вы никуда не сдвинетесь с места. По крайней мере, в наших глазах. В себя-то вы там можете туда-сюда двигаться. Но в наших глазах. Может быть, вам все равно, что мы о вас думаем. Но нас становится все больше. Раньше вам было все равно, что думают у вас грузины в 92-м там году. Потом в 94-м году, что думают у вас чеченцы. Теперь украинцы, вы думаете, все равно. И так далее. Это уже народ-то уже собрался. Нас уже не там 5-6 миллионов грузин и чеченцев, да, а сейчас украинцы 40 миллионов, американцев 300 миллионов, Европа, там, ну, около миллиарда человек уже понимают. Много в арабском мире у вас уже понимают после Сирии, и до Сирии некоторые понимали. Поэтому, парни, у вас дела-то все хуже и хуже, если говорить. И это не наша вина, что они вас за людей не считают. Если они вас не считают своим народом, почему они от вас говорят? Почему вы идете, выполняете их приказы? Почему вы топите в крови целые народы? Устраиваете там, я не знаю, резню, концлагеря устраиваете, так называемые фильтрационные лагеря. Это не фильтрационные лагеря, это концентрационные лагеря, которые в немецких концлагерях намного лучше условия было, намного больше выживаемость было в некоторых концлагерях нацистов, поэтому, про которых нам так страшно рассказывают. Это все было обыденно, вы жили, вы отмечали Новые годы, Рождества, там разные дни рождения, там слушали передачи Путина, прямые речи его там по 5 часов там он там болтал. Вот этот бандит, недоносок, ублюдок, я вам рассказывал, вы верили, хлопали, наш президент там и так далее. Гоняли всех кавказцев, не только чеченцев, потом всех мусульман, потом таджиков, узбеков и так далее. И никто из вас не заступался. Меня с одного отделения, я в Москву узнал, когда только приехал в Москву, от отделения и больницы. Вот так я узнал. Потому что все, кто приезжал раненый, больной, избитый, убитый, в Чечне не было никакой медицины, везли в Москву, собрав деньги, кое-как там отправляли в Москву, и я этого человека отвозил в больницы. Я там развозил, и почти все, я Москву узнал по больницам и по отделениям милиции, тогда еще милиция это называлось. Потому что в отделениях милиции я побывал в Москве во всех. Только из-за того, что я чеченец, хотя я уже давно жил и вроде и работал, и учился, и никакой я не криминал. Так что, парни. Так, Руслан Волков. Басаев был миротворцем, старался своими диверсиями принудить Россию к миру, а также антитеррористом, боролся против гостерроризма России. Абсолютно верно, я полностью с тобой согласен. Полностью. Очередной раз, Руслан Волков, я с тобой согласен. Игорь Простой. Аслан, ЧНО оценил число кадыров в Чечне 10-15%. С ними будет война после развала Российской Федерации между кадыровцами и остальными чеченцами. Нет, Игорь Простой, ты уже в прошлого раза достал уже своим вот этим желанием, чтобы мы друг с другом воевали. У нас не будет никакой войны. 10-15% это те, которые состоят там в этой, ну, имеют отношение там, да, кто служит, кто там является непосредственно
служат, и кто является их родственником. И эти люди никогда не будут воевать, никогда они не будут рисковать, там, когда они знают, что могут проиграть и не будет поддержки. Верхушка сбежит или будет арестована, а остальные просто разойдутся по домам. И сейчас многие чеченцы, кадыровцы уезжают, увольняются и уезжают сюда в Европу. Правда, тут начали их тоже сейчас прессовать, там, пытаться преследовать, к чему я против и призываю не делать этого. Сейчас просто ни время, ни место, ситуация меняется. Поэтому воевать мы не будем. Так. Чего, вы тут сейчас ругаетесь, что ли? Я не понял. Давайте телефоны не перекидываться, братва. Меня здесь постоянно объясняют, что не надо ругаться, не надо на кого-то там что-то говорить. А сами здесь бываете, разводите ссоры, конфликты. Пожалуйста, номера у меня здесь не перекидывайте, адреса, стрелки не забивайте. Ни в коем случае. Это мы здесь занимаемся серьезным делом. И тот, кто здесь оставит свои координаты, может пострадать. И я буду считать себя в том числе виновным. Поэтому как только кто-то здесь что-то оставит, я сразу же его, конечно, уберу. Так, Сауэй Алпес. Ассаламу алейкум, Аслам. Почему ты оскорблял Кутаев, говоря, что сделал Кутаев? Разве он не говорил слова правды, находясь в среде, где его могут убить? Разве этот человек не стоит на своей позиции? Ва алейкум салам, Аслам. Я не оскорблял Кутаева. Я не оскорблял Кутаева. Я задал вопрос, что сделал Кутаев того, что не сделал, там, больше сделал Закаева. Потому что он сказал на Закаева. А я считаю, Закаев и его команда, и те люди, которые стоят на нашей государственности, они сделали очень много. Да, они не сделали всего, они не освободили Родину, они не построили нам светлое процветающее государство, но они не предали и не перешли на сторону врага. Если бы Кутаев представлял угрозу, Кутаева бы давно бы ликвидировали. То, что он сидел в тюрьме за то, что он там что-то высказал против Кадырова, и эти кадыровские бандиты его избили, подкинули наркотики и так далее, это ни о чем, в принципе, не говорит, что Кутаев не за Россию или что он находится в такой большой опасности. Там есть люди, которые очень сильно против Кадырова, очень сильно. Просто неимоверно очень сильно против Кадырова. Даже больше, чем, например, кто-нибудь из нас. Но при всем при этом они ярые патриоты и за большую, сильную, великую Россию. Просто без Кадырова. Там другой пускай кто-то будет. Поэтому я не говорю, что Кутаев об этом, что Кутаев такой человек. Но я могу сказать, что я Кутаева не оскорблял. Я задал вопрос, что сделал Кутаев? Что сделал Кутаев? Выступил 2 раза, там где-то что-то сказал, но и все. Ну, Кутаева хотят убить? Нет. Если бы хотели убить, убили бы. Это вообще не проблема в России. А Закаева хотят убить. И недавно была попытка покушения. Ну и так далее. Поэтому я самого Кутаева знать на самом деле как так я не знаю этого человека. Есть он и есть. Но сводить на ноль все усилия на там что вы сделали, что ты да худу хукамелдуй. Астумсо цаальчам шавиг маал тумсо милу со мадар альч томилшду хитюк дойл уюкли блогер что бо штат хайхитак дүйч ашнадуто. Ой, Закаев Амад окнет, Закаев Анден Гуанда болнах. Да, освободить там цаинца родину. Уахи Камбель нах мабу, что бакки. Тадей хинер нах мабу, уагойшан. Ха иштуй бог. Сухильч маал так, су маал. Закаевин маал, кичун маал. Я дише. Дештек, да и кардейт. А так, сегодня я, например, видел, да, возвращаясь к теме Кутаева, я видел ролик, где с казаком Кутаев вместе там выступает на конференции. Видели, наверное, все это видео. Так вот, этот казак, атаман какой-то, да,
который много лет воевал против Чечни, нашей страны, 10 лет был советником террориста Путина. Этот человек сейчас нашел общий язык с Рустамом Кутаевым, который, как он там заявляет, был в администрации у Дудаева. Или там где-то как-то был, я не знаю точно, где там Кутаев был. Ну, с Дудаевым имел отношение. Да, мы знаем, что многие имели, которые сейчас на другой стороне отношения, ну, какое-то отношение к Дудаеву. Но это не важно. И вот этот атаман заявляет, что мы боимся развала России, что третья война на Кавказе – это полный развал России, это все, это стопроцентный развал России. Он как аналитик, профессор, там, какой-то там декан, еще там кто-то, он там, много у него там чинов было, как обычно у казаков, да, этих Ряженых. И Кутаев говорит, я протянул руку, потом вышел Кутаев после этого атамана, и Кутаев говорит, тоже очень такие жесткие слова сказал, очень так красиво, громко. И потом Кутаев говорит, мы вот протянули руку. Ну как можно протягивать, Кутаев может протянуть руку человеку, который только что заявляет, что он боится развала России? Я просто чего-то не понимаю. Вот вы мне объясните. Кутаев договаривается с атаманом о совместном этом, но этот атаман не говорит, что Чечню выделим, да, мы же оккупированная страна, а Россию остальную, чтобы не развалилась. Я, например, за то, что вся Россия развалилась, потому что все находятся в кабале. И дагестанцы, и ингуши, и карачайцы, и все остальные находятся в кабале. И якуты, и удмурты, и так далее. Хотят они жить, они должны уйти. Отдельно, если хотят жить. Если хотят остаться, там, Татарстан, если хотят уйти, уйти. Они имеют право. И как этот человек может, да, если бы он сказал бы, да, если вы за нашу независимость, тогда бы я это понял бы. Вот и этот человек упрекает Ахмеда Закаева, что он не сделал ничего по сравнению там с Тумсо, потому что не сделал, не освободил Родину. А что можно сделать? Ну, почему Закаев, по крайней мере, не за то, чтобы Россия сохранилась и Чечня была в составе России. Вот такие вещи я задаю вопрос. И я задаю вопрос, а что сделал ты? Кутаев это будет, там, другой ты, это, который меня сейчас это спрашивает. Что мы сделали? Да, там, Закаевым плохой, там, Исханов плохой, Сайдамин Ибрагимов плохой. А кто хороший тогда? К чему мы идем? Что мы строим? Вот и все. Поэтому, ну, такие дела. Кутаев провел заседание памяти жертв переселения, хотя Кадыров запретил делать это, я сидел 4 года. Да, я знаю, ничего страшного. Многие так сидят, многие убиты. И не знаю ничего. Жора Майер, Ахмед Закаев, один из чеченских рыцарей. Рыцарь. Собака лает, караван идет. Слава Ичкерии. Да, совершенно верно. Ассаламу алейкум. Россия не сильная, ее делают сильной слуги из разных народов, разные якуты, буряты и кадырки. Тоже верно. Так. Аргно Кутаев. Аргно. Кутаев, Тумсо и другие в своем разговоре ссылаются на нарушение законов России. Это означает, что они признают это государство и говорят только то, с чем они не согласны. Иначе говоря, они оппозиционеры. Да, совершенно верно. Я еще, знаете, чего не понимаю? Если бы меня сравнили бы, там, да, сравнивали бы там, противника Кутаева сравнивать, там, другого там, противник Кадырова, я бы возразил бы. Я бы сказал, почему я противник? Я противник оккупации, я противник геноцида. А Кадыров это просто производная из этого. Кадыров и другие там, которые пришли. Мы вынуждены были, многие кадыровцы стали кадыровцами вынуждены. Это смягчающее обстоятельство. И я бы возмутился бы, я бы возразил бы, сказал бы, я не противник Кадырова. Но почему-то я не вижу такой реакции от этих людей. Да, я противник Кадырова. И все.
И самый главный царь полиграфовых шариков, он остается как бы чистым. Так, эти как их, холопы там между собой разбираются. Так, ребят, мы уже много говорим, сегодня что-то у нас много. Эдуард Мамедов спросил у многих, где их ваучеры, и были ваучеры у них. Ваучеры во время приватизации, когда делилась собственность РСФСР. Да, ее у нас не было. Мы не участвовали в разделе собственности РСФСР. Мы вышли в 90-м году на союзных правах из Советского Союза, стали союзной республикой Советского Союза. И в 91 году мы вышли и просто забыли, да, эту Россию, попытались ее забыть и уйти от нее. Ну, по-людски не дали. Поэтому мы не принимали мы не участвовали в разделе собственности, да. Так, Бадруди, раньше я тоже был за Имарат, за ИГИЛ, среди соседей нацики, чеченофобы сделали меня патриотом. Да, нас обвиняют в национализме каком-то. Да мы самые ненациональные из всех, кого я, например, знаю. Скажите в одном хотя бы народе, у кого есть имя осетин, ребенку дают имя осетин, грузин, дагестанец, немец, герман, хири, гюржи. Кто дает национальности своим детям? Только чеченцы дают такие имена. Нас так перевернули, да, что борцы за свободу, борцы за идеалы свободы превратили в каких-то разбойников, террористов, бандитов. Толерантные, очень терпимые, очень открытые люди превратились в каких-то нациков. Вот так нас переиначили. У нас намного лучше, чем у многих, кто нас пытается в чем-то упрекнуть. Байсангур, Бадруди, ты взял правильный курс. Да, Байсангур, абсолютно, я прав, ты прав. Чалк, бери, чари, чакал. Чакал, бери, чакал. Говорит, про приватизацию совершенно. И правда, мы не участвовали, разгосударствление собственности Советского Союза. Все было схвачено, бизнес, нас вывели в сторону ограбления, произошло без участия чеченцев. Да? Об этом мы постоянно говорим, иногда забываем. Вот Эдуард Мамедов очень, кстати, всегда мне уже который раз об этом напоминает. Regretful. Аслан не противник Кадырова. Ну, я не знаю, чем ты слушал. Халид Ханге, если бы не Закаев, не было бы и речи о Гаагском суде. Думаю, весь мир еще поблагодарит Закаева. Да? Милана Барби. Асадулла, подожди, ты сказал, что твой отец Адлан Бараев. Адлан, мой двоюродный брат. Умер он 21 и не был женат. Кочерван. Так, Аслан, голос свободы, справедливости и мира. Немо 77. Хватит Немо меня захваливать. А то я завтра сейчас уйду в море и не вернусь. Так, Денис Генбач. Аслан, здравствуйте. Можно ли пользоваться мессенджером Viber? Денис Генбач, я думаю, можно. Viber это не российское произведение. Я думаю, можно. Viber и WhatsApp я не видел ни в одном уголовном деле их прослушку. Алан, зря ты сказал осетин. Но есть такое имя у чеченцев, осетин, хири. И ничего, мы с осетинами жили, пока вот нас, опять же, Россия не стравила, ингушей, осетинов друг на друга, заселили на наши земли и стравливали как могли. Только. Аслан, асхюга сохан де хеннер волдел, моситтуз алир, воших истак юсиш собори хиларшу. Халви от инерг тюршук дал герга. Дела хонисема у со нисема цахуль нага. Суте ацаши куячун нага сайгар хахтер дичиш цай. Амел деша ола селой ол югазгой ол сунqint ирдол. والله хода харватиге бог خيتا مقيت سما السومان
Просто да, хна лиле, что гумно, да доги, да олкас. Сум, инты, well, мосу, well, as вас я швигуй. Нела, не спова. Так, ассаламу алейкум. Любите вы зигзаги? Стойкость и упорство в одном направлении должно быть. Так, Муджахид Д. Ассаламу алейкум. А как вернуть нашу краденую историю? Да, сложный вопрос. Профессор Ирен Форс. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум салам, профессор. Так. А кто такой Аслан? Милана Барби. Ахмед Гаджимурат. Аслан, салам алейкум. Я думаю, надо главное внимание уделить образованию детей, чтобы новое поколение чеченцев были примером для всех, и в первую очередь для нас, дагестанцев. Я думаю, Ахмед, абсолютно, алейкум салам, ты абсолютно прав, и дагестанцам, и чеченцам нам нужно образование. У нас очень много проблем из-за нашего невежества, из-за нашего низкого уровня образования. И я призываю всех учить английский язык, всех до единого, детей, взрослых, кто бы. Это язык, на котором мы сможем, здесь все говорят на английском языке, и в Италии, и в Германии, и во Франции, везде говорят. Это первый язык, и сегодня он все больше и больше получает популярность, где мы сможем доносить свою позицию, выходить там, защищать свои права. Учите языки в первую очередь. Так, давайте я тогда перемотаю. Так, все, парни, давайте я на этом закончу. Много говорим, и вы, наверное, от меня устали. Мне было приятно отвечать на ваши вопросы. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Если где-то кого-то обидел, где-то кого-то задел, извиняюсь. Где-то кого-то не прочитал вопросы, приношу свои извинения, потому что не успеваю все зачитывать. Там, могу увлеченно рассказать там 20 минут о какой-нибудь теме и пропустить много вопросов. Всем спасибо, всем желаю всего хорошего. В пятницу эфира у меня, скорее всего, не будет, потому что я, наверное, завтра уйду в море, как говорится, и связи, наверное, не будет. Поэтому, наверное, до понедельника, да, тогда. Так, все со мной нормально, не переживайте, все будет отлично. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем до свидания, всем всего хорошего.